По 10 тысяч рублей на каждого школьника в августе, на детей из неполных семей по 5650 рублей ежемесячно. Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки семей. Президент выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В частности, он также поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков россиян. На церемонии оглашения присутствовал и глава Башкортостана. Ради Хабиров поручил правительству республики проанализировать все задачи и двигаться дальше, а также обозначил наиболее важные моменты. Обо всем подробнее в нашем материале. 1 час 18 минут длилось послание президента России, и большая часть обращения Федеральному собранию была посвящена внутренним проблемам и влиянию пандемии коронавируса на жизнь россиян. Как сказал Владимир Путин, COVID-19 стал синонимом слова «неопределенность», высший национальный приоритет – сбережение народа России, обеспечить рост которой должна модернизация здравоохранения. Президент попросил Минздрав расширить программу диспансеризации и запустить ее в полном объеме с 1 июля, а россиян призвал вакцинироваться. Еще раз обращаюсь к гражданам России. Дорогие мои, нельзя терять бдительность. Прошу вас беречь себя и своих близких. Максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб. Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу правительства, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Владимир Путин объявил о расширении мер поддержки семей с детьми. В России 28 миллионов семей получили выплаты на детей, не потребовалось никаких справок и бумажек. Такой подход должен стать нормой на всех уровнях власти. Путин поручил с 1 июля платить детям от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях, в среднем по 5650 рублей в месяц. Кроме того, президент предложил выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях, по 6350 рублей в месяц. Для матерей больничный должен оплачиваться в полном объеме. В прошлом году мы ввели выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. Их размер дифференцирован и в среднем по стране составляет от 5650 рублей до 11300 рублей в месяц. Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. Но ряд новых решений необходимо принять незамедлительно, уже сейчас, сегодня. Все федеральные пособия и пенсии будут оформляться в режиме одного окна, без беготни по инстанциям. В вузах откроют еще 45 тысяч бюджетных мест. Также Владимир Путин распорядился проанализировать ситуацию в экономике и принять меры, которые будут противостоять росту цен, способствовать увеличению объемов строительства. Глава Башкортостана Ради Хабиров принял участие в церемонии оглашения ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По его итогам руководитель республики дал поручение проанализировать все задачи и двигаться дальше. Было много, в общем-то, посылов для управленческих команд. Я в этой связи прошу уже наше правительство, Минфин, строительный блок, подумать уже, посмотреть, какие задачи. Дело в том, что принято решение президентом о формировании института инфраструктурных займов, очень удобных, длинных, дешевых денег, которые будут идти на проекты созидания. У нас такие проекты в республике уже есть, но необходимо срочно делать проекты и, соответственно, участвовать. Политологи считают, что в этом году послание президента России информативно и содержит конкретные и понятные задачи. Настолько большой объем был дан конкретных поручений, формулировка задач была поставлена, перспективы были обозначены не в формате того, вот хотелось бы, а в формате очень такого конкретного понимания, как это сделать. Послание последовательное, то есть вот то, что мы слышали в прошлом году, мы услышали то же самое в этом. То есть демография, поддержка семей с детьми, и то же самое мы услышали в этом. Важно, что регионам предложили быть экономически самодостаточными. И те долги, которые регионы набрали на борьбу с ковидом, они будут реструктурированы и отнесены до 2029 года. И кроме того, в стране создан на 500 миллиона специальный, видимо, фонд, аккумулированные деньги для того, чтобы регионы могли в проектном режиме претендовать на суммы для того, чтобы какие-то глобальные инфраструктурные вещи уровня восточного выезда на миллиарды рублей
улучшать. Каким образом будут улучшать, еще объявят. Владимир Путин поручил правительству России до 1 июля подготовить и представить новые инициативы социально-экономического развития России. Президент подчеркнул, что будет сделано все для достижения поставленных целей. Екатерина Тимиряева, Роберт Давлетбердин. Новости. Уфа.